никогда не говорю, что я из Кеза. Я обычно говорю, что в последнее время стал говорить, что из глубокой России. А потом уже говорю, ну, рядом с Уралом. Ну, так, прощупываю человека. Посмотрев столько всего на Востоке, я понял, что мне повезло с поселком, что я здесь родился и жил. Место, где я очень хорошо чувствую время, как оно летит вперед. The great woods monument stay here in the small hill of the countryside of the small Udmurtish town. And this is two fantastic monuments situated here. It's one of the most fantastic places in the world. The great and powerful and historical center of all Udmurtia. It is named Kez. Несколько лет назад Андрей Першин снял небольшое ироничное видео о родном поселке Кез в Удмуртии. В нем он шутил о жизни в глубинке, о важных для местных жителей местах и о стереотипах. Это видео быстро стало популярным. Хоть там и были шутки на грани, никто тогда и не думал, что они могут оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства. Спустя практически 10 лет мы приехали в Кез и снова прогулялись с Андреем по уже знакомым местам и посмотрели то самое видео, чтобы понять, как за это время изменился небольшой поселок на краю Удмуртии, как изменилась страна, да и сам Андрей. Меня зовут Андрей Першин, мне 31 год. Я жил в поселке Кез, а сейчас живу в Риге, Латвия. Першин, это киржатская фамилия, такая популярная, распространенная на севере вот Удмуртии. У меня у дедушки, отца, фамилия была Чупин, а мама была Бузмакова. Дед стал Першиным. У моей прабабушки первый муж был Першин. Какой-то казак, что ли, я не знаю, кто-то. Он ушел на войну и не вернулся. И она решила дать фамилию исчезнувшего солдата вот своему сыну. Многие из нас же все такие вот порождения войны. Если бы не было войны, всех бы вот не было. Многих, то есть многих бы не было. This fantastic green military machine will stay here in the same place, not so long distance from another mountain. Все ребята, все прибежали смотреть на танк. В детстве же еще не понимаешь, что это машина убийства. Думаешь, о, прикольно, танчик. А, ну не, у меня тут военный сбор был. Я помню, тогда впечатлило, что тогда парни приехали с деревень, ну такие прям удмурты. И они в столовой нам дали масло сливочное. И они его прямо ели, как мороженое. Я так впечатлило, я никогда не думал, что можно масло так есть. So, and this is the most popular place in our town. This is a monument for our died heroes in World War II. This is a very high building. Очевидное для российских поселков, городов, но в то же время важное место — это мемориал Второй мировой войны, который очень идеологически сцеплен вот с этим памятником. Это борцам за советскую власть. Я, кстати, раньше даже это не придавал, когда был маленький, значения. Я думал, что все это одна целая война как будто была. Тематика Второй мировой войны еще не была настолько политизирована, я считаю. Потому что тогда очень спокойно пошутил, что это вот, например, первые кезские космонавты, например. Ну, вот эти вот герои Советского Союза. It is the first Udmurtish cosmonauts. Я не знаю, как бы сейчас бы... Я бы, наверное, лишний раз задумался, конечно, об этом. Но точно могу сказать, что за это время отношение к этому празднику у меня изменилось. Не в лучшую, не в худшую сторону, просто оно меняется. Я стал чаще ездить на могилу к прадеду, нежели ходить к этому мемориалу. Мы видим, что это типичная такая одноэтажная Россия.
Ну и видим, что у русских людей, по крайней мере с годами, появилась большая тяга к разноцветным крышам. Потому что помню, что раньше все из шифера было серое. Вот это, кстати, район назывался Царское село. Вот это вот сейчас мы видим. Почему? Потому что там были новые дома. Не знаю, наверное, поэтому считалось, что место богатое, зажиточное. Хоть там и дорог нет, и грязь сплошная. Но всегда называли Царское село. Ну, типа, была местная Рублевка, наверное, я так думаю, в то время. Помню, что это был, по-моему, 2008 год. Я приехал летом в Кес, я учился того же в Ижевске, в университете. Это помогло мне смотреть на поселок немножко, ну, со стороны. Это был расцвет интернета, мне кажется, вот именно в то время в Ижевске. Появились интернет, появились социальные сети, и стало возможно общаться с людьми из других регионов. И я подумал, что было бы очень интересно рассказать людям про этот поселок. И я решил сделать это видео. А потом еще в процессе подумал, что было бы весело сделать это в стиле репортажа BBC и говорить на английском. Пиракли Россия. I don't know Russian very good, but I think it is something about Russia and Udmurtish relationship. Наверное, по видео понятно, что я стал очень относиться ко всему очень иронично. Ко всему вообще, что меня окружает. Это с детства шло, потому что я все время смотрел фильмы иностранные. Я думал, что только в моей деревне так все. Ну, вот так. Как в русской деревне 90-х, может быть. Я думал, что там вот за деревней вот примерно все выглядит как Лас-Вегас, как Нью-Йорк примерно. Я все время, я почему-то был в этом уверен. Но потом в этом возрасте я понял, что нет, так примерно везде, как у меня в деревне. Now we're in Kez railway station. As we see, trains, railways, and very good picturesque view of our Kez. На четвертый путь прибывает электрополис 7156. Следующий до станции Пермь 2. Стоянка поезда 1 минута. Вот это голос мужчины. У него очень был ярко выраженный удмуртский акцент всегда. Сейчас, кстати, он, видать, более обрусился за это время. Путейцы вон отдыхают. У меня папа тоже на железнодороге работает, уже лет 30. Что здесь часто было. Очень хороший вариант для многих. Ну и выход. Сначала с молотом ходят, бьют по рельсам. Потом уже сидят в этих внутри зданий. Ожидается прибытие на четвертый путь согласно расписанию. Нумерация вагонов с головы поезда. Меня зовут Диана, я работаю дежурной по станции Кес. Конечно, на железной дороге, наверное, как-то выгодней работать. Я так, не то, что на железной дороге, а там, где есть дорога железная. Я тоже удивляюсь, вот в деревнях, где вот железной дороги нет, вот автодорога только, например. Мне кажется, там глуше, чем у нас. У нас цивилизация все-таки. Здесь же очень много предприятий было. Здесь у нас свои составы составляли. Очень много было грузов, которые приходили, которые уходили отсюда. Вот колбасный цех даже был. Ну, сейчас вот из всего, что осталось, вот сырзавод только вот работает, и все. В детстве это давало понять, что что-то еще есть за пределами деревни. Что куда-то же они едут, куда-то это все едет. Ну и плюс ты видишь людей. Раньше поезда останавливались часто, сейчас редко останавливают. Ты видишь, поезда останавливаются, и люди выходят, что-то ходят, смотрят. В сланцах, в шортах, скучающие там, голову чешут. Где это мы? Я вот с одной моей учительницей по истории, которая на меня... Мне кажется, все-таки она повлияла на меня. Она рассказывала нам про историю и рассказывала про страны какие-то древние. Она говорила, что страны, они как люди, как живые существа. Они рождаются, живут и умирают. Что вот было там вот древние страны, они тоже жили, росли и умирали. И что вот так же и Советский Союз. Он родился, жил и умер. И потом сказала, и с Россией так когда-нибудь тоже случится. Это я еще был маленький. Но я понял уже тогда, что да, жизнь она такая прозаическая. Меня зовут Докучаев Владимир Анатольевич. Я работаю учителем ВЖ в Кесской средней школе номер 1.
Мое любимое место, это моя школа. Это моя школа, где я работаю уже достаточно продолжительное время. Я, когда иду в школу, я вижу результаты детей. Ну вот, только что видели вы. Мы занимались строевой подготовкой. Я иду к детям на урок. Я, когда получаю от них какую-то энергию, то есть то, что я дал, а потом они мне дают, конечно, я с радостью прихожу. Ребята научаются стрелять, собирают автомат. Ну вот мой лучший ученик на данный момент, вот, например, собирает автомат за 19 секунд. А разборка у него всего 6 секунд. За 6 секунд он разбирает. То есть, когда есть вот такие результаты, несмотря на то, что там может быть кто-то балуется, это везде возможно. Но есть достижения какие-то, это очень важно. До свидания, товарищи кадеты! До свидания, товарищ старший лейтенант! Так, все. На сегодня все. Я представляю какого-нибудь, не знаю, человека из Москвы, который скажет: господи, что такое? В школу притащили оружие, даже тут, значит, все учат. Что вы отвечаете? Смысл ведь заключается не только. Когда мы изучаем автомат Калашникова, мы изучаем биографию Михаила Тимофеевича Калашникова, конструктора, который очень много сделал для развития. Он ведь говорит о том, если кто внимательно читает, он ведь этот автомат говорит, я изобрел в целях защиты, а не убивать людей. А когда я знакомлюсь с автоматом, то, соответственно, я ведь их материальную часть автомата Калашникова, это важно знать сегодня. У меня рано появился видик, видеомагнитофон, и там была чудесная функция на пульте. Можно было по кадрам останавливать и смотреть кадры. И я смотрел всякие терминаторы, и по кадрам смотрел, как терминатор появляется, какие-то взрывы, и прям изучал. Ну, просто интерес был, как происходят эти все моменты. Может, это как-то повлияло, я думаю. А потом стал я всегда рисовал, комиксы рисовал. И я купил фотоаппарат с первой зарплаты, когда подработал летом. Там была функция интервальной съемки очень быстрая. Я рисовал видео под музыку Сигурос первое. Оно произвело сильное впечатление на всех. А потом мне мой сосед сказал, что а что ты ж по кадрам можешь рисовать, что ты так делаешь? Я такой подумал, действительно. Я потом узнал, что в университете происходит кинофестиваль, и отправил этот кинофестиваль заявку. Тогда я понял, что не только мне это интересно. В Москве меня взяли на работу. Что ты умеешь? Я сказал, я могу делать анимацию. Мне сказали, сделай нам ролик. Я сделал свой первый ролик, и мне вручили деньги через месяц. Я понял, что похоже, началось. We have tradition that who rushed the top of this TV station and don't pissed, or this is a really true guy. А это просто придумал на ходу, когда снимали. За спиной в этой истории нет никакого подтекста нет. Я боялся к ней вся подходить, потому что она высокая же. Я вообще, честно говоря, сейчас смотрю на нее взглядом, человека, который первый раз ее увидел. Красиво выглядит. Такая заржавевшая. Ну да, в ней что-то есть такое, как типа от Стругацких. Да, кинзадза такая тоже. Прикольно выглядит, как будто бы она взлетит сейчас вверх. It is our Russia. Our Russia, a kiss in a circus. Here, in this building live God, Jesus. Это Кесская сельская церковь. Я не знаю ее полное название, но точно знаю, что в детстве я сюда ходил в магазин. Здесь был магазин, и как это рюмочная, потому что здесь наливали водку мужикам по рюмкам. Не помню, мы покупали с мамой какие-то более детские товары, а рядом мужики сидели и выпивали. Потому что она раньше была до магазина церковь. Нет, здесь не было церквей. Церковь была в соседних селах, более древних, а это было вроде столовая, который стал магазином. Я вернулся в Кес с поездки по Европе и думал, что дальше, куда двигаться. Мы с моим приятелем, с которым мы работали удаленно, он мне сказал, что, возможно, есть такой интересный вариант работы. Это хорошие ребята, что они уехали
что им пришлось покинуть страну, и они пытаются мы к тому времени, наверное, уже создали, я не знаю, это был 2016 год, создать новое СМИ, медиа. И он порекомендовал им меня. И слушаю звук оповещения с Фейсбука. Я смотрю, мне написала Лика Кремер. Я уехал с Кеза на следующий день в Москву, и из Москвы через пару-тройку дней я поехал в Ригу. Ну, знакомиться, да, работать, наверное. Девушки, вот тут надо мусор этот главный убрать. А что у вас происходит-то? Субботник. А почему? Сегодня же не выходной день. Не важно. Центр большой. Вот смотрите, построек у нас сколько, отремонтировано сколько зданий. Парк юбилейный у нас очень клевый. Мы были там вчера. Вот. Ну, клевый же. Клевый. Вот. Вот как-то бы еще отношение молодежи поменять и детей ко всему этому. А что не так? Ну, в смысле? Ну, ломают, портят, А. конечно же. Дети есть дети, подростки. Понятно. Вот. Слушайте, а что происходит? Вот ребенок, школьник заканчивает 11 класс, как дальше? Вот, что думают дети, что дальше делать? Ой, вот у меня у самой ребенок выпускник нынче. Он вообще-то как бы, ну, у него есть направление, он, конечно, в культуру собирается поступать, но говорит, что не знаю и как бы к учебе-то предрасположения нету, но в КЕС он не собирается возвращаться однозначно. Говорит, что не приеду. Ну, я говорю, ладно, судьба, как сложится судьба, как говорится. Меня зовут Артем, мне 17 лет, я учусь в 11 классе. Ну, ты сдаешь ЕГЭ, и что дальше делаешь? Поступаю в институт куда-нибудь, пока точно не знаю, и буду заниматься как-то музыкой, вот этим всем. Скорее всего, я куплю более хорошую аппаратуру и все такое. Ну и хотелось бы связать всю жизнь с музыкой, на самом деле. Что говорят одноклассники? Они все уезжают или кто-то остается? Они все пытаются уехать, как минимум. Ага. Уедут они или нет, я не знаю. Но все собираются уезжать, это точно. А вы любите это место, КЕС? Ну, конечно я люблю. Ну, как я могу не любить, если я тут родился, если я тут живу? Мне так или иначе пришлось его полюбить. Да и в целом мне было как-то до определенного момента жизни, мне было как, не то чтобы без разницы, мне было не с чем сравнить, наверное. И когда я уже было с чем сравнить, наверное, именно вот память остается. Пока она не исчезнет, я буду любить это место именно как родину. Для меня КЕС сейчас это такое место, если внешне судить по его, как он выглядит, то, конечно, он становится нам лучше. Это факт. Но если судить по его наполнению, то тут уже просто личное восприятие. То, конечно, грустно возвращаться. Потому что видишь, как тот поселок, который я видел, в котором я жил, он просто уходит. Встречаешь знакомые лица, постаревшие, одноклассники, которые выглядят уже намного старше. Раньше я всегда говорил, что КЕС — это... Я говорил, я еду домой. Сейчас стал говорить, я еду к родителям. Так что, наверное, все же стирается какая-то связь. Остаются только картинки в голове какие-то, которые меня когда-то связывали с этим местом. Но сейчас возвращаюсь сюда и чувствую, что какая-то незримая, очень трепетная внутри дружба с этим местом все равно существует. Несмотря, как бы я ни старался, как бы время не старалось это стереть или как-то изменить меня, все равно. So, it is all think what we can told you about this fantastic place named Kez. So, BBC, especially for Kez citizens.